Всем привет, друзья! 28 мая. Всех пограничников поздравляю с праздником. Я понимаю, этот ролик выйдет на пару дней позже, потому что они у меня опаздывают в связи с медленным интернетом. Но лучше, пусть будет лучше поздно, чем никогда. По крайней мере, сегодня на самом деле день погранца. И с праздником, короче, всех вас, всех благ вам. Ну а у нас опять вечерняя проверка. Вечерняя, первая проверка сегодня. Хотел проверить с утра, но поливал просто сумасшедший дождь с самого утра. С 4 часов начал поливать. Надо было ехать в Троицк, в райцентр. Думал, успею до поездки. Не успел. Плюс к тому еще был ураганный ветер. Ветер с дождем. Сейчас вот дождичек прошел после обеда, где-то часов 12 поливал, наверное, конкретно так. Все намочило. Опять куча червей выползла. Вот так вот. В общем, дождь прошел. Народ на реке проверяет продольники. Вон светится маячок красный, что с жилете. Наверное, уже заканчивает. А я только иду. Опять сегодня стемнеет уже, наверное. Ну, как получилось, так получилось. Все, поехали. Вот, подходим к реке. Что мы видим по воде? А по воде мы видим, что она продолжает падать. Вот наша метка, наш кроссовок. Кто-то его сдвинул. Кроссовок был повыше, кто-то шевельнул его. Наверное, тот, кто носил его. Шутка. Но судя по лодке, вон смотрим, что вода упала, лодка на суше и полная лодка воды. Вы представляете, сколько она, конечно, у меня немного и протекает, но и полила тоже неплохо. Говорил сегодня с товарищем Алексей Шадрин. Привет тебе. Проживает в городе Сосногорск. Он сказал, что у них на реке начался второй подъем воды. За день, говорит, поднялось сантиметров 30. У нас же пока она падает довольно быстро. Все, вычерпываем воду, садимся и быстро-быстро спешим на проверку. Иначе опять сегодня придется нам по темноте. Я-то ладно, это вам не будет ничего видно. Все, погнали. Подкачали немного бензина. Не знаю, хватит, не хватит. Как мы видим, уже здесь очень мелко. Видно дно. Завтра уже надо будет менять пристань. Не знаю, как выезд. Ну, давай, дружок. Вихрек, не подкачай. Мотором задеваю. Уже мелко. Уже не завтра, а сегодня надо уже менять пристань. Уже сегодня надо менять пристань. Намотала траву. Вот так вот. Столько травы вот намотала. Я думаю, что не едет.
Как мы видим, кто-то сверху добавил продольники, а мой продольник так и пропал. Один продольник был за теми кустами, его не стало. Зато появились раз, два, три, 4, 5, 6 продольников чьих-то. Ладно, разберемся. Пропал он уже вчера. Вчера уже его не было. Так, все готово. Все готово. Ну, прошло около суток. Не около, а сутки и прошли, получается. Вчера я проверял где-то в это же время. Утренней проверки не было. Ну, что осталось, то осталось. Вся рыба, что попалась, по-любому попала рано утром. В течение дня она уже только могла сорваться. Но хариус-то навряд ли сорвется, конечно, если только уснет. Если он был. Да, посмотрим. Ну, что-то дергает. И вот он, наш друг хариус сразу. Так, там еще что-то есть. Еще один хариус. Он тоже наш друг. И смотрите, какой хороший. Там еще что-то есть. А вот это уже друг мой язёк. Хороший язь. Ну вот. Первый продольник. И сразу 3 рыбы. Такой вот язёк. Красавчик. Ну, успокойся, успокойся. Язёчек. Так, как-то, ох ты, как закрутился. Но он, естественно, бы не сошел. Крутанулся в рот, в жабры, еще и в тело. Это был 100% мой дружочек-язёчек. И Янскадан. Вон. И 2 таких красавца хариуса. Вон. Раз. Хариус раз. Все, уже он отнерестился. Остатки икры. Вон уходят остатки икры. Если зимой мы ловили, полное брюхо было икры, то сейчас уже немножко остатки остались. Основная масса уже отнерестилась. 2 хариуса, 1 язь. Ну, отлично. Так, ну что, наживляем, отпускаем. Опа, ёрш еще. Ёршик. Тебя забыли. Еще ёршик он какой. Так, где начало, где конец? Запуталась, а пипец. Все, нашел. Все, дальше как все обычно. Дальше как обычно все. Под мотором опять, бля. Так. Опять под мотором тащила. Язёк. Здорово! А? Клюет потихоньку. Сейчас опять под мотор унесет.
Ладно, смотрим. Времени и так нету. Сейчас еще минут 10-15 потерял. Подъезжали друзья, товарищи рыбаки. Поболтали. Так, что у нас? Ну да. Опять под мотором. Ёшкин кот. Течение, видать, бьет немного в сторону. Так. Не понял. А вот она. Она не под мотором даже, а под лодкой где-то была. Зацеп, что ли? Зацеп зацепом, но там что-то даже и рыба есть. Раз. Язёк. Еще там что-то есть. Еще один язёк. И еще один язёк. Два язя. Сначала уж думал никого. Но потом бац один, бац второй. Молодцы. Молодцы язёчки. Язник крупный. С одной стороны, он зато, если вялить, коптить, как раз быстрее подсыхает. Прошлый год делал язя холодного копчения. Вот такие отлично получились. А то, что покрупнее, видать, не просохли до конца. Под конец уже некоторые, ну, правда, долго их не мурыжили, быстро уничтожили. Сами поели, друзей угостили. Ну, крупные яськи там под конец уже, где спина, видать, не просохла, уже запашок был. Вот такие самые то. Так, что-то тяжелое там. Язёчек, язёчек. Язёчек, иди сюда, мой язёчек. Так, а там дальше что-то тяжелое. Или зацеп, или что, я не понимаю. Пока не разобрался. Сейчас отцепим этого дружка. Зацеп. Зацеп отцепили. И там еще, походу, один язёчек идет. Да это не язёчек. Это уже язик. Тикс. Такой вот красавчик язик. Ну, два язя. Неплохо. Это очень хорошо. Меня все спрашивают в комментариях, кто такой Йен Цикадан, кто такой Ян Цикадан, кто такой Ин Цикидин, как только это не называют. Я всем объясняю, скоро, наверное, в описании надо уже писать, что Йен Цикадан говорят, ну, когда клюет, когда попадает, говорят Йен Цикадан. Йен по коме это Бог. И вместо того, чтобы говорить ой, как хорошо, надо говорить Йен Цикадан. Как-то вот так.
Ёрш. Ёрш. Так, а там что-то есть. Язёк. Вот. Еще язёчек. Отлично. Это очень хорошо. Вот, дно ведра уже закрыто. Так, у нас что-то есть. Что-то есть, что-то идет. Так. Раз. И все. Язёчек. К нам пришел язёчек. Так. И ушел. Уже сошел. Хорошо, что сачочек. Так. Что за фигня? Что-то все запутано. Так, ладно. С грузом потом разберемся. Ух ты, ушел от сачка. Хитрый. Хитрый язь. Там еще что-то есть. Сейчас сначала этого хитрого отцепим. Видали, да, как он от сачка сиганул. Да ёшкин-то кот, блин. Так. И что у нас там? Что у нас там еще было? Хариус. Хариус. Уснувший Хариус. Хариус. Хо-хо-хо. Съел 2 крючка. Вот крючок раз. Аппетит хороший. Проглотил 1 крючок. Вон. Потом пропустил. А нет, не проглотил 2 сразу. На 2 крючка попался. Уже бы точно не сошел. Так, солнышко село. Сейчас будет очень-очень быстро темнеть. И ветерок еще поднимается до кучи. До полного счастья, блин. Так, здесь у нас на последнем крючке что-то идет. Язёк, хороший язёк. Не дойдет. Дошел. Там еще что-то есть. О, блин. Блин. Да ёшкин ты кот. Все зацепилось. Хорошо, что язи хорошо зацепились. Вон каких 2 красавца язя. Сначала одного в подсак. Потом пошел за вторым. Первый вышел, блин. Видать, они были 100% мои.
Немножко с ними пришлось побороться. Когда друг за дружкой идут, сложно, конечно, не знаю, что ли с очком их, то ли как. Вон такие вот хорошие яськи. Потихонечку растет. Так. Что есть что? Вроде бы хариус, судя по поведению. Я не знаю, что это было, но кто-то ушел. Я так смело тянул. Обычно хариус заглатывает до задницы. Этот ушел. Ну и ладно, значит не мой. Что-то небольшое есть на крайнем крючке. Или это харюзок, или это сижок. Это сижок. И это здорово. Сик тоже классная рыба. Вот такой вот сик. Красавец. Синенький. Заглотил до желудка. Вот. Ух, какой хороший. Язи по сравнению желтый, а он синенький. Отлично. Харюски, сишки, это все малосолка. Завтра, то есть сегодня уже, наверное, в Троицке приехал опять Ромка у меня на выходные. Сын. Сделаем сейчас малосолочку с белой рыбы. И будет вкусняшка ему. Приехал, собираемся, планируем заняться вспашкой огородов. Будем пахать огороды, возить навоз, сажать картошку. За выходные по планам мы должны это успеть. Если мы это не успеем, будет большая печалька. Придется мне горбатиться все одному. Ну ладно, главное, что погода позволила, должны успеть. Так, наживляем. Блин, черри мелкие остались. Свежих не взял, думал, в лодке запас есть. А тут уже одна мелочь. И придется по 2 червя насаживать. А насаживать 2 червя — это 2 раза дольше времени. Плюс перестановка продольников, вода падает. Надо их переставлять от берега на середину, каждый продольник. Времени уходит уйма. Ну ладно, у нас что тут осталось-то уже? Один продольник. Справимся, успеем. Так, что-то есть. Что-то есть. Твою мать. Раз. Язычек. И там еще что-то есть. Так. Давай сначала мы тебя отцепим, чтобы ты здесь ничего не путал. Так. Так. Ну что, ёршик вижу.
И вот он, язь. Раз. И там еще хорюзок, третий. Хорюз и два язя. Отличное завершение рыбалки. Хорюз и два язя. Итого у нас почти такой же улов. Почти пол ведра. Ведро не знаю, когда мы поймаем, не поймаем, зараза. За рыбалочку. Ну, заглотил ты, заглотил. Отдай. Отдай крючок. Умеют они глотать некоторые хорюзочки. Все. Ну вот. Сейчас помоем руки и скажем пару слов. На сегодня рыбалку мы закончили. Улов есть, печура кормит, и это радует. Наш улов сегодня составляет опять же почти пол ведра. Вот. Хорюзочки, язечки и даже есть один сиг. Килограмм 5 есть по-любому, может и больше. Нормально, я считаю. Если не будет ветра, не будет дождя, то утром постараюсь выйти на проверку. Завтра, я уже сказал, приезжают Рома, привезет всю мою семейку, которая сегодня находится в Троицке, а я кукую пока один в деревне. До завтра, друзья.